О, селям алейкум, Рушен. Алейкум селям, Айше. Я тут подумала, я уже все знаю о твоей семье, но до сих пор не знаю, где ты учишься, то есть какая у тебя будущая профессия. Кстати, профессия по-крымско-татарски будет зинаат. Ну учусь я на юридическом факультете, и как тогда будет называться моя профессия? Ого, у тебя очень модная профессия. Адлиеджи, юрист. От слова адлие – юстиция, правосудие. Адлиджи, звучит интересно. А на какую профессию учишься ты? Я очень люблю петь. Песня – ер, ерламак – петь, певица – ерджи. То есть ты будешь певицей? Получается, что так. Кстати, один известный солист ансамбля «Крым» в детстве пел песню «Мен денизджи оладжам». Денизджи – это моряк, а от слова «дениз» – море. Это я знаю, ведь Кара Денис – Черное море. Да, верно, машалла, только «кара дениз». А теперь давай послушаем нашего Тимура Оджа. Селям алейкум, достлар, вы делаете успехи, машалла, но перед началом урока давайте проверим, как вы справились с домашним заданием. Первое задание. Бырынджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Приятного аппетита. Аш татлы олсун. Пейте на здоровье. Афиетлер олсун. Спасибо, ваша еда очень вкусная. Сақ олыңыз, ашыңыз пек лезетлі. Пожалуйста. Аш олсын. Задание 2. Экінші вазифе. Допишите синонимы к словам. Бита. Қартана бита. Чатал. Санчқы сенек. Гузель. Дүлбер. Третье задание. Учинджи вазифе. Поставьте предложения, верные по значению слова, выбрав саймак или сайлямак. Мен софрадаки тепсілерні сайдым. О оқуйжақ университетіні сайлады. Мен сайдым. 1, 2, 3. О Дүлбер джезвені сайлады. Так, давай я быстро проверю твое домашнее задание. Держи. Машалла, все отлично. Ты знаешь, я старался. Теперь, считая деньги или коллекцию какой-нибудь бабушки, я точно не ошибусь. Я часто это вспоминаю. Это было очень смешно. Ого, Хартана, сделан дёрджезве. Мен сайладым Хартана. Не, сайладым. Какая ты злопамятная. Каждый может ошибаться во время учебы, а тебе лишь бы посмеяться над человеком. Ну да, ты прав. Нужно быть серьезнее. Тем более, что сегодня мы изучаем новую тему – профессии. Если ты заметил, названия всех профессий, о которых мы уже говорили, образованы от слова, несущего главный смысл, с помощью аффиксов. Например, ер – ерджи, адлие – адлиеджи, денис – денизджи. Но лучше об этом послушать нашего Тимура Оджа. Верно, Айше. Название профессий образуется с помощью словообразовательных аффиксов. Джи-джи, джу, чи, чи. Йыр – песня, йырджи, певец. Деңіз – море, деңізджи, моряк. Чечек – цветок, чечекче, цветовод. Аш – еда, ашче, повар. Таш – камень, ташче, каменщик. Сахлу Саджам. Подожди, Айше, но профессия Тимура, Оджа, образована при помощи совершенно другого аффикса – джа, но он его не произнес. Нет, со словом «уджа» совершенно другая история. Пока слушай нашего учителя и запоминай все, что он говорит. При образовании слов, обозначающих профессии, используются аффиксы «дж», «джи», «ч», «чи» и «джу». Продолжим урок, достлар. На прошлом занятии мы познакомились с двумя правилами сингармонизма – созвучием по мягкости и твердости и губно-негубным созвучием. А сегодня мы будем говорить о гармонии согласных звуков. Но для того, чтобы применять это правило, нужно знать классификацию согласных звуков на звонкие и глухие согласные. Напоминаю, в крымско-татарском языке 25 согласных звуков. Из них 14 звонких и 11 глухих согласных. Звонкие согласные буквы Б, В, Г, Г, Д, З, Ж, Е, Л, М, Н, Н, Р, Дж. Глухие согласные П, Ф, К, Х, Т, С, Ш, Х, Ч, Ц, Щ. Ну а теперь правило. Если последний звук корня или основы слова глухой согласный, то аффикс должен начинаться с глухого согласного. Например, топ – мяч, топ-та – у мяча. Тузлук – солонка, тузлук-та – в солонке. И наоборот, если последний звук корня или основы слова
звонкий согласный, то аффикс начинается со звонкого согласного. Например, сёс – слово, сёсде – в слове, шеер – город, шеерде – в городе, кёй – село, кёйде – в селе. Давайте теперь закрепим третье правило сингармонизма на примере слов, обозначающих профессии. Айше и Рушен уже выяснили, как называются их будущие профессии на крымско-татарском. А вы знаете названия других профессий на крымско-татарском языке? Да, Оджам, вот слова с использованием аффиксов, о которых вы говорили. Коюмдже – ювелир, от слова коюм – ювелирное изделие. Сатадже – продавец, от слова сатмак – продавать. Также оюнджи – танцор, от слова ойнамак – танцевать. И корудже – строитель, от слова корамак – строить. Да, я тоже запомнил слова Тимура Джа о профессиях и записал их. Ерджи – певец, Демирджи – кузнец, Денежджи – моряк, Чичикчи – цветовод и Ашгы Ашче. – повар. Верно. Правильно, Рушен. Но еще нужно научиться правильно произносить эти слова и, конечно же, писать. Да, мне еще, например, непонятно, когда на письме использовать аффиксы «дж» и «ч». Хорошо, давай разберемся. Д и Ч. Какие эти согласные, с которых начинаются аффиксы? Звонкие или глухие? А у меня записано «д» – звонкий согласный, «ч» – глухой. Верно. А теперь послушаем Тимура Оджа. Объясню на примерах выбор того или иного аффикса. Давайте рассмотрим слово «джамдже» – стекольщик. Во-первых, оно образовано от слова «джам» – стекло. А почему в конце стоит аффикс «дж»? Да потому что «джам» заканчивается на звонкий согласный «м». Значит, аффикс должен начинаться со звонкого согласного. В нашем наборе аффиксов есть аффиксы «g», «g» и «джу». Если мы применим еще и правило созвучия гласных, то остается только один выбор – «дж». Другой пример – «демирджи» – кузнец, от слова «демир» – железо, где «р» в конце корня звонкий. Значит, и аффикс тоже начинается со звонкого согласного – «демирджи». И наоборот, возьмем слово «балыкче» – рыбак, от слова «балык» – рыба, и «ашче» – повар, от слова «аш» – еда. Последние буквы основ этих слов глухие согласные. Значит, и аффикс должен начинаться с глухого согласного – балыкче, ашче. И, конечно же, при выборе аффиксов не забываем правила созвучия по мягкости и твердости и губно-негубное созвучие. Ну что, Рушен, ты усвоил? Да, я запомнил. Если последний звук корня звонкий, то и аффикс начинается на звонкую согласную. И наоборот, если последний звук корня глухой, то и аффикс начнется на глухой. Да, верно. А теперь для того, чтобы ты запомнил, немного потренируемся. Я буду говорить слово, а ты будешь образовывать ее в профессии. Давай начнем. Чеберек, Чеберек, чеберекчи. балык, рыба, Балыкчи, рыбак. дигермен, мельница, Дигерменджи, мельник. оюн, танец, Оюнджи, танцор. оюнже. Оюнджи. Верно, молодец. Ну, в принципе, все довольно просто. Нужно добавить аффикс к слову, и получается профессия. Аш, ашче, таш, ташче, ир, ирджи, денис, денисджи и, конечно же, адлие, адлиеджи. Но нет, не все названия профессий в крымско-татарском языке образовываются при помощи аффиксов. Есть и такие, которые имеют собственное звучание, и их нужно просто запомнить. Например, оджа – учитель, эким – врач, муэндис – инженер, мимар – архитектор, рисам – художник, а также дюльгер – плотник. Дюльгер. Похоже на слово дюльбер, красивый. Ну, тогда будем считать, что все плотники красивые. И юристы. Ну, ладно, и певица. А учитель? Все профессии красивы. Ну что ж, Достар, мы сегодня славно поработали, давайте запишем домашнее задание. Первое задание. Бырынче вазифе. Из ниже перечисленных слов при помощи аффиксов образуйте название профессии. Второе задание. Эканджи вазифе. Переведите и запишите название профессий на крымско-татарском языке.